Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня думал о вас? И какие мысли были у этого человека? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. А сегодня вы пользовались популярностью. Смотрите, как много людей о вас думали. Еще и какая-то гадюка о вас думала. Мои хорошие, да, отсыпочка у нас общая, но тем не менее, раз вы на нее пришли, открыли это видео, здесь явно есть информация для вас. Давайте начнем с этого милого человека, у кого сердце кровью обливается, либо слезами по поводу вас. Этот человек от вас далеко находится. Вас разделяет и время, и пространство. Далеко территориально. И, скорее всего, вы значительно долго не виделись. Человек так по вам соскучился, человеку так вас не хватает. Это мужчина. И у него прям действительно сердце из груди рвется, к вам просится. Знаете, если это ваш жених, либо это ваш муж, и он где-то там далеко в командировке, либо вы уехали, например, там, к родителям, может, куда-нибудь в отпуск уехали без него, может быть, вы поссорились, да, такое тоже бывает, и люди разъехались на время, то этот мужчина, он все понял. Он понял, насколько вы ему важны, насколько вы ему дороги, насколько вы скрашиваете его жизнь и насколько он бесконечно несчастлив без вас. Эта разлука, именно эта разлука пойдет вашим отношениям на пользу. Мне еще идет, что он, как знаете, именно сейчас дает себе слово никогда с вами не прощаться, никогда не разлучаться, всегда вместе, всегда рядом. Либо даже пойти на какой-то подвиг, чтобы преодолеть это время и пространство и быть всегда рядом с вами. Очень ему плохо, прям не по себе. Вы снитесь ему буквально каждую ночь. Он ничем заниматься не может. Он постоянно мыслями рядом с вами. Его очень беспокоит, что происходит с вами. У кого-то отыграется, что мужчина бесконечно озабочен тем, что с вами что-то плохое случится, либо вам там тяжело, плохо. У кого-то мужчина сел на эту лошадку ревности и никак с нее спрыгнуть не может. Да, очень сильно ревнует, думает, что вы развлекаетесь, что у вас там куча ухажеров, что вы там гуляете, ни в чем себе не отказываете. А он такой несчастный, сидит один, молчаливые слезы глотает. Да. Все-таки разлука пойдет на пользу. Он очень сильно поменяется за эту разлуку. Когда он в следующий раз появится, вы прям его не узнаете. У него даже глаза другие станут, выражение глаз, вернее, другим станет. Прям такой ласковый, прям такой шелковый. Хоть веревки с него вей, да косички заплетай. Но прям действительно на пользу пойдет. Очень и очень будет вам угождать. И действительно будет делать все, чтобы вы больше никогда не разлучались и всегда были рядом. Если, например, ваш муж моряк, допустим, да, они же уходят в долгий рейс на 3, на 6 месяцев, то мужчина вплоть до того, что может даже сменить род деятельности, да, работу сменить, лишь бы рядышком с вами быть. Если поссорились, то мужчина прям будет просить прощения и будет прям избегать любых конфликтов с вами, чтобы такая ситуация не повторилась. Девочки, вы хотите верьте, хотите не верьте, но у мужчины действительно все прям оборвалось и опустилось. Он ничего не может делать. Ему так без вас плохо. Сердце кровью обливается. Хоть плачь, понимаете? А вас рядом нет. И страдает мужчина по вам. Ничего, на пользу пойдет. Однозначно на пользу.
Так, еще о вас сегодня думал другой мужчина. Вот этот другой мужчина, это как новый мужчина в вашей жизни. Вы только недавно с ним познакомились, либо, ну вот как жизнь свела, да, может быть, по какому-то делу, профессиональному делу. Может быть, он профессиональные услуги оказывает, может быть, вы. Может быть, в принципе, где-то там на работе пересеклись, либо ну, вот где-то были в каком-то учреждении, организации, и он там был. Вот где-то он вас увидел. И прям вы запомнились ему. Можно сказать, что он прям залип на вас в тот момент. Вы ему показались самой красивой в мире. Ну, либо мужчина таких красивых женщин, умных женщин, красивых женщин никогда в своей жизни не видел. Вы ему систему сломали. Он теперь постоянно о вас думает. Ему так хочется узнать, кто вы такая, где вы живете, с кем вы живете, что вы любите, чем занимаетесь. Вот прям хочется знать о вас все. Возможно, у кого-то так и отыграется, что вы с этим мужчиной только лишь сегодня увиделись, познакомились, а у кого-то отыграется, что мужчина весь сегодняшний день, ну, конечно, по возможности посвятил тому, чтобы найти вас, например, в соцсетях, в интернете, да, либо какую-то хотя бы маленькую информацию найти по поводу вас, там телефонный этот номер, адрес, что, ну, как-то вас разыскать, да, что-то про вас узнать. Прям понравились и очень сильно понравились. Он не знает, вы свободны, либо вы замужем, есть ли у вас парень, либо вы сама по себе, но ему так нужна информация о вас, ему так хочется еще раз вас увидеть, ну и желательно, конечно, провести с вами время. И это не про интим, это про узнать вас лучше, поговорить. Вот, может быть, он как видел вас со стороны, как вы с кем-то разговаривали, но прям, знаете, вгрызлись ему в память, в мозг вгрызлись, и теперь он ничего с собой поделать не может. Прям ходит, вздыхает, психует на там свой, не знаю, телефон, компьютер, ну потому что информации про вас очень мало. Может быть, у вас и есть социальные сети, но они, например, закрыты, опять же. Может быть, он не знает, как ваша фамилия, да, вот как вас искать. Сложно, ему очень сложно, он прямо о вас думает. Мужчина, кстати, очень неплохой. И этот мужчина, он вообще аист, да, такой прям, знаете, если вы свободны, если вы хотели бы отношений, то с этим мужчиной, я думаю, у вас бы все случилось. Он очень семейный, он теплый, надежный и хорош собой, да, может быть, тоже на него внимание обратили, но особо, скажем так, к себе близко не подпустили. Ну, а может, повода не было, да, случая не было. Ну, если судьба даст, да, вы еще раз сойдетесь, увидитесь, встретитесь. А если не ваш, так и не ваш, да, что о нем говорить, что о нем думать. Так, еще змея. Ну, тут не просто змея, здесь прям целая гадюка вышла, огромных размеров. Женщина, это женщина, женщина-враг, женщина-недоброжелатель. Она думала о вас. Почему она думала о вас? Да потому что сегодня она о вас какую-то информацию получила. Другая женщина, которая общается и с вами, и с ней сегодня говорила. И что-то важное про вас рассказала. Что-то, от чего у этой гадюки прям икота началась, да, либо ее дергать стало, глаз задергался. Может быть, вы с ней конкурируете в любви, либо конкурируете на работе, в бизнесе. Может быть, у вас там такая древняя вражда идет, и, ну, что есть, то есть, да. Вот. И явно то, что она услышала, ее не порадовало. Наоборот, это ее либо испугало, либо очень сильно разозлило, либо, ну, довело до депрессии, да, в каком-то подавленном состоянии она теперь ходит и думает, что вот все, я проиграла. Я пролетела, как фанера над Парижем. Вот. И думает она, что с вами делать, как вам там подгадить, как вам отомстить, и как вообще сломать эту всю ситуацию и обернуть на благо, на пользу себе. Ну, благо мысли хорошие в голову ей не приходят, только лишь такие коварные, подлые, там, знаете, порчу навести, еще что-то сделать. Вот, ну, пусть думает, у нее беспокойная ночь сегодня будет.
скорее всего, не уснет, потому что будет думать о вас и беситься от того, что она ничего придумать не может. Ну вот не может она ничего вам противопоставить. Ну, не вышла лицом, да, интеллектом не вышла. Ну, априори вы лучше, чем она. Вот, и, скорее всего, вы на нее вообще внимания не обращаете, либо так махнули рукой, отмахнулись от нее. Не как от гадюки, а как червячка, да. Я с червяками не общаюсь, дел не имею. Вот. А она что думает, что она гадюка, что она такая опасная, ядовитая, ее все боятся, уважают. На самом деле нет. Вот. Ну, в общем, будет думать, придумывать, да, что с вами сделать, как вернуть свое положение, статус, либо как вам навредить, как вам отомстить. Очень-очень глупый человек, честно уж извините. Но нет бы развиваться, нет бы стараться, нет бы менять свою жизнь, нет бы улучшать свою жизнь. А она думает, как с вами бороться. Ну, глупая. Ну, по-другому я не могу сказать. Мнит из себя гадюку, на самом деле, действительно, вот червяк. Обычный дождевой червяк. Вот. Вот такая она женщина. Так, еще. А вас сегодня... Ну, тут не могу сказать, что думали, но какие-то люди о вас сегодня говорили. С этими людьми у вас нет прямой связи, но вы 100% знакомы. По крайней мере, с одним из этих людей вы точно знакомы. Здесь как будто бы обсуждали вас, вашу фигуру, кандидатуру. Не фигуру в плане, как вы там выглядите, а именно как личность, да, вашу кандидатуру. Может быть, это касается поиска работы, может быть, это касается... ну, не знаю, повышения на работе. Может быть, это касается каких-то ваших желаний. Вот вы куда-то хотели попасть, вы претендовали на что-то. Вот люди говорили о вас, причем всесторонне они вас рассматривали и договорились до того, что вот ваша кандидатура прям оптимальная, да? Не идеальная, но оптимальная. Это тоже неплохо. Почему не идеальная? Возможно, потому что вас еще не до конца изучили, либо с вами не так хорошо знакомы, чтобы делать такие вот прям выводы. Но, тем не менее, я думаю, что вас одобрят. Вот вы получите какое-то то ли разрешение, то ли согласие, то ли приглашение. Вот в таком ключе. И еще у кого-то может отыграться, что вот знакомый вам человек по поводу вас с кем-то договаривался. Вот есть же такое замолвить словечко. Вот, скорее всего, этот ваш знакомый, либо знакомая по поводу вас замолвила словечко. Ну, там буквально вас распиарили, разрекламировали, вот, и кому-то вот прям в голову вложили, да, что вы идеальная кандидатка, да, что нужно с вами там сотрудничать, либо с вами согласиться, на вас согласиться. И там человек такой, ну, типа, ладно, хорошо, посмотрим, я не против, да, ну, вы меня убедили, почему бы и нет. Такой приятный разговор на самом деле. О вас говорили хорошее, либо решение хорошее было принято, и вы скоро об этом узнаете. И я вижу, что вам это будет приятно. Прям сердечко порадуется. Вы, скорее всего, уже не ждете, да, или думаете, что ой, про меня все забыли, мне никто не поможет. Нет, все будет хорошо, мои милые. Так, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.